Саяна и Руслан Хамушко официально зарегистрировали свой брак еще в 2009 году. После было не до свадебных торжеств. Учеба, работа и воспитание ребенка внесли свои коррективы в планы на жизнь. После 7 лет совместной жизни захотелось по-особенному провести самый главный день в жизни, признается Саяна Хамушко. На каком-то празднике услышали, что в Туве реализуется проект по проведению тувинских традиционных свадебных обрядов, и заинтересовались. Решили так провести, потому что наше нынешнее, настоящее время уже наши традиции забыты. Хотели как-то возродить, чтобы наши родственники как-то вспомнили все это, как это красиво. Очень жить красиво, когда со стороны смотрят. Мы же не посмотрели, поэтому точно сказать, что красиво, некрасиво не можно сказать, но по ощущениям очень хорошо. Традиционный кочевой быт и современная жизнь слились в одно еще при подготовке к свадьбе. Ощущение возвращения к народным истокам давало и само место церемонии. Родственники молодоженов еще до прихода гостей подготовили юрты. Свадебный ритуал начался со сборов невесты к торжеству в юрте родителей. Девушки подарили украшения и заплели еще одну косу, которая обозначает новую замужнюю жизнь. После наставлений и благопожеланий матери невесты на девушку надевают свадебный наряд, головной убор, думалай и серебряные украшения. Прощание с родительским домом, 3 круга вокруг юрты, и невеста отправляется в путь. Дядя девушки провожает ее до дома будущих родственников. Конную процессию с невестой и родственники жениха встречают по традиции на перевале. По тувинской традиции невеста на лошади также 3 раза обходит юрту, предназначенную для молодой семьи. Далее она заходит в юрту родителей жениха и поклоняется очагу. Следом свекровь ей преподносит чай с молоком. По традиции девушка отпевает и отдает родителям. Этот обычай показывает, что невеста стала их дочерью. Далее жених и невеста выходят. Свекр открывает думалай, фату невесты, и произносит благопожелания. Смысл обряда заключается в том, что с этого момента новый член семьи может общаться с другими родственниками мужского пола со стороны жениха. Далее жениху и невесте обвязывают руки, что символизировало объединение 2 совершенно разных людей в одно целое. Также дают кусок мяса, который они должны откусить со своей стороны. После невеста показывает свои навыки в разжигании огня и варит традиционный тувинский чай. Впервые сотрудники культуры Кызыльского района провели стилизованную национальную свадьбу в селе Целинное в 2015 году. Это и стало отрывной точкой в возобновлении тувинских традиций и обрядов. Национальный тувинский свадебный обряд сегодня практически забыт. Сейчас торжества привыкли отмечать в ресторанах. Однако национальные свадебные обряды в Туве начали проводиться с прошлого года. В общем, в местах более приближенных к кочевому образу жизни наших предков, начали задуматься над этим, и мы, наши работники, продумали этот сценарий. В общем-то, показать именно те обряды, которые очень хорошо могут показать наши эти хорошие традиции, которые можно использовать уже в наше современное время. Как призналась мама невесты, подготовить свадебные наряды для молодых и родителей было самым легким делом из всех подготовительных работ. Так как впервые проводим настоящую традиционную тувинскую свадьбу, были непонятные многие моменты, но благодаря советам и подсказкам взрослых смогли организовать эту свадьбу. Узнали много нового, например, как отдавали замуж дочь, как ее провожали и как готовили приданые невесты. После проведения основных свадебных обрядов перед юртами прошли соревнования по стрельбе из лука, метанию аркана. Стоит отметить, что обязательное требование для гостей свадьбы – тувинские национальные костюмы. Это придало празднеству неповторимое настроение. Ника Катина, Чинчи Самбуга, РС Хавалык, телекомпания «Новый век».